Амма ба'д. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. В прошлую пятницу мы говорили о богобоязненности, как нужно бояться Аллаха. Сегодня же я хочу рассказать вам, как любить нужно Аллаха, о любви к Всевышнему Аллаху. Аллах, сура Аль-Имран, 31 аят сказал: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم». صدق الله العظيم. Аллах говорит: скажи, говорит, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, то есть за пророком, и Аллах вас возлюбит и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий и милосердный. Некоторые люди полагают, как можно думать, как можно любить Аллаха, если мы Его не видим, мы Его не слышим. Они думают, только нужно поклоняться Аллаху и невозможно Его любить. Вот такие мысли посещают некоторых братьев и сестер. Но если мы обратимся к Корану и Хадису, мы обнаружим, что сура Аль-Майдат, Аллах говорит смысл, и Аллах их любит, рабов своих имеется в виду, и они любят Аллаха, говорит. Мы, например, любим сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, любим праведных людей, имамов, даже когда мы их не видели. Вполне возможно, что эти сподвижники, некоторые из них, или ученые, внешне были некрасивы, но мы их любим. За что? Мы же их не видели. Мы любим их из-за их духовных качеств, из-за нравственности, из-за того, что они больше любили Аллаха, знали об Аллахе. Из-за этих духовных качеств мы их любим. Аллах создал несколько причин, по которым человек может любить другого. Первая причина – это Аллах возложил любовь человека к самому себе. Человек любит себя, любит свою одежду, любит свое здоровье, тело. Второе – это возложена любовь Аллаху к человеку. Он любит из-за того, что кто-то сделал хорошее дело к нему, оказал добро. Пророк саллаллаху тоже передает хадис ан-Нуаймам Байхаки ибн Джаузи, передается: сердце людей сотворены из-за любви к тем, кто ему сделал добро, говорит. В-третьих, это любовь, которая творит какое-то добро, которое человек делает другим людям, даже если это его не касается. Представим себе, что где-то на другом конце света есть, или раньше были люди, например, человек, который добр, щедр, оказывает милость им, помогает людям. Мы его не видели, даже его доброта к нам никаким образом не касается, но у нас появляется к этому человеку симпатия, любовь. Почему? Потому что из-за его нравственных качеств. Это и является доказательством, чтобы любить кого-то, не обязательно, чтобы ты его видел, и не обязательно, чтобы его какое-то добро коснулось тебя. И четвертое – это Всевышним Аллахом человека возложена любовь к красоте, ко всему, что красивое. Красота бывает видимая и бывает невидимая. Если хорошенько подумать, вот эти 4 качества поразмыслить, и мы поймем, кого мы на самом деле должны искренне любить. Первую причину, если взять, мы сказали, что человек любит самого себя. Но кто тебя создал, брат мой? Аллах тебя создал. Как может человек любить себя, но не любить, кто тебя создал? Человек любит своих детей. Кто тебе их дал? Аллах. Ты любишь пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, но кто тебе его не спаслал? Вторая причина, которую мы назвали, это добро, которое тебе сделали. Начиная с самого твоего рождения до твоего смерти, Аллах наделяет тебя своими благами. Видимым, невидимым разницы нету. Если тебе кто-то делает добро, это добро тоже создал Аллах. Тот человек, который тебе оказал добро, его тоже создал Аллах. И внушил ему вот это добро, чтобы тебе сделали, тоже Аллах. Как мы можем любить одного другого человека, который тебе оказал добро, но не любить Аллаха? Следующая причина – это то, что мы сказали, добро, которое тебя вообще не коснулось. Если посмотреть те блага, которые Аллах нас наделяет, их невозможно сосчитать. Если говорить, все моря,
сделать чернилами, а все деревья карандашами, невозможно сосчитать всех благ, которые Аллах наделяет нас. Братья мои, как можно не любить Аллаха, если в судный день ангелы, говорит, поволокут грешника в огонь, и он будет оборачиваться назад. Его волокут в огонь, он оборачивается. И тогда Аллах прикажет, верните его обратно. Его возвращают и спрашивают, почему ты оборачиваешься? Грешник скажет, не так я думал о тебе. Аллах скажет, а как ты думал обо мне? Он скажет, я думал, ты простишь меня. Я думал, ты простишь меня. Аллах скажет, я простил тебя. Как можно не любить его после этого? Аллах в хадисе аль-Кудси говорит, о сын Адама, поистине я буду прощать твои грехи, не обращая внимания, какие они большие, до тех пор, пока ты будешь просить прощения у меня и надеяться на мою милость. О сын Адама, какие-нибудь большие грехи или маленькие ты не совершал, даже если они заполнят весь мир, говорит, но только ты не предавал сотоварища и попросишь у меня прощения, я прощаю, говорит, у тебя. Для Аллаха не составляет труда простить нас, а то, что Он нас простит, наши грехи, Его могущество, царство, ни грамма не увеличится и не уменьшится. Это для Аллаха ничего не стоит простить нас. С нашей стороны просто нужно покаяться, вернуться к Аллаху. Если ты, мой брат, например, 10, 20, 30, разницы нет, хоть 60 лет ты грешил, а потом ты вернулся, как Аллах сказал в Коране, «Фафирру иля Аллах», говорит, «Вернитесь ко мне», говорит Аллах. Допустим, если мы, скажем, где-нибудь в Краснодаре ни разу не были, оттуда человек может нам сказать, вернись сюда. Нет, потому что мы там ни разу не были. Если мы там будем, потом он может сказать нам, позвонить, сказать, вернись сюда. Это что означает? Фафиру или Аллах говорит, вернись ко мне, говорит. Мы изначально были у Аллаха. Каким еще образом Аллах нас должен призвать к себе? Вернитесь ко мне, говорит Аллах. И если ты вот совершил 60-70 лет, разницы нету, грехи, потом ты вернешься к Аллаху, скажешь, о Аллах, прости меня, я вернулся к тебе. Аллах прощает этого человека. Кого еще можно любить, если не Аллаха? Естественно, человек не может утверждать, что он любит Аллаха, если он не делает намаз, если он не поклоняется Аллаху. О какой любви может идти речь, если он не общается с Аллахом? Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил Билялу, о Билял, провозгласи азан. Мы устали от этой мирской суеты, продажи, покупки, дети, жены. Мы хотим успокоить свои души, он говорил. Он говорил, намаз – это свет моих очей. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, наслаждался в намазе. Еще одним таким человеком, который наслаждался своим поклонением, был Абдуллах ибн Амр. Он был молодым парнем. Он днем постился, ночью молился. Он мог всю ночь молиться. А мы здесь 5 минут еле как совершаем намаз. И когда его отец решил насильно его поженить, он поженил его. И вот представляете, первая ночь молодого парня. Невеста ждет. Он говорит ей, дай мне совершить 2 раката намаза. Позволь мне совершить 2 раката намаза. Он делает 2 раката намаза, затем еще. И вот так он до утра молился. И наступает утренний азан, а днем он постится, как мы знаем. И он говорит своей жене, отложим. Вот так 3 дня он отложил. Представляете, мужчина забывает свою жену из-за намаза. А у нас, наверное, наоборот было бы. Мы намаз забываем из-за жены или из-за других мирских каких-то дел. Даже когда мы совершаем намаз, как мы ее совершаем? Есть ли вот эта сладость и чувство, которые ощущал Абдуллах ибн Амр? Наслаждаемся ли мы в намазе, общение с Аллахом? Или когда мы вступаем в намаз, мы вспоминаем все, что мы забывали, все начинаем вспоминать. И вот приходит отец этого Абдуллаха ибн Амра, Амр бин Аль-Ас, он говорит невесте, ну как тебе мой сын, говорит? Она говорит, вы воспитали прекрасного мужчину, но я не знаю, какой он, говорит. Я еще не знаю, говорит, какой он. Тогда отец берет за шею своего сына, отводит к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и говорит, я Расулюллах, поговори с ним, я не знаю, что с ним делать. Ты хотя бы поговори с ним, говорит. Потом пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ему объяснил, что не надо каждый день поститься, постись через день. Не надо всю ночь молиться. Раздели ночь. 1/3
молись, другой можешь уделить время жене, потом нужно поспать. Вот так упорядочил его жизнь. Вот так они наслаждались ибадат, вот так они Аллаха любили. Следующая причина, которую мы назвали, это красота. Внешнюю красоту может понять и осознать недалекие люди. Даже дети, если что-то красиво, они любят это. А вот искренне духовную красоту может осознать разумный человек, богобоязненный человек, который Аллаха любит. Вот он может только осознать. Мы, как ранее сказали, мы любим сподвижников, пророков. Мы ни разу их не видели. Мы любим их за нравственные качества. Если же, брат мой, причиной любви для тебя является отсутствие недостатков, это единственный Аллах, который не имеет никаких недостатков. У него нету этого. Еще несколько причин, которые может приумножить нашу любовь к Всевышнему Аллаху. Первое – это следует удалить из своего сердца любовь к мирскому. Имам Аш-Шафии говорил, тот человек, который говорит, что он любит Аллаха и мир, тот лжец, говорил. Почему? Потому что Аллах не создал два сердца. Здесь не имеется в виду, что человек должен бросить все мирское. Заниматься мирским должны руки, тело, а сердце человека, пускай он связывает со Всевышним Аллахом. Следующая причина – это познание Аллаха. Если ты не знаешь, как ты можешь любить Аллаха, если ты не познаешь Его величие, совершенство, могущество, если ты узнаешь об Аллахе, все Его качества, то, что Он добр к тебе, даже чем родная мать, невозможно не любить Аллаха. Поэтому смысл в Коране, Аллах тоже говорит, и на земле есть знамения, говорит, для знающих. Да и вас самих, говорит, есть, неужели вы не видите? Нужно поразмыслить о творении Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, поразмыслить над творением Аллаха, час – это лучше, чем год богослужения, говорит. Почему? Потому что после размышления приходит любовь. Ученые говорят, вот Солнце и наша Земля. Представляете, если нашу Землю чуть-чуть приблизить к Солнцу, все сгорит. Точно так же нашу Землю отдалить от Солнца, все замерзнет от холода. Кто упорядочил это? Кто вот этот порядок сделал? Когда Аллах говорит, да, у вас самих же есть знамения, подумаем о тех благах, которые Аллах нам дал. Элементарно глаза. Если мы закроем глаза на минуту и представим себе, что мы никогда в жизни больше ничего не увидим, мы поймем, что нам Аллах дал. Вот 21 век, говорят, технология. Еще до сегодняшнего дня ни один человек не смог сделать глаз, человеческий глаз такой. Ставить стеклянные глаза, разные, что придумывают. Но глаз до сих пор никто не смог сделать. Еще один способ приумножения любви к Аллаху – это чтение Корана. Это речь Аллаха. Нам, дорогие братья мои, должно быть стыдно жить на этой земле, если мы не умеем читать Коран. То наслаждение, то чувство, которое человек получает при чтении Корана, это ничем не заменить. Ты, читая Коран, понимаешь, что это неизмененная речь Аллаха. Как может человек лишить себя этого наслаждения? Это нетрудно научиться читать Коран. Элементарно, когда даже в судный день скажут, говорить, станьте те люди, которые читают Коран, умеют читать Коран. Ты станешь вместе с теми, кто читал Коран, с пророком, со сподвижниками. Будешь на одной стороне. И станут те люди, которые не умели читать Коран. Представляете, на той стороне кто будет? Еще один способ приумножения любви к Аллаху – это делать дуа, чтобы Аллах одарил этой любовью нас. Пророк, саллаллаху, тоже говорил, «О Аллах, одари меня любовью к Тебе, превосходящей любовь ко всему остальному», он говорил. Следующее – это причина стремиться к Аллаху, встречи с Аллахом. Поэтому сподвижники, умирая, они радовались, они стремились к джихаду на тот момент, чтобы встретиться с Всевышним Аллахом. Тот, кто любит, он стремится к возлюбленному. Когда одного человека спросили, какого ангела ты больше всех любишь, он сказал, я люблю Азраила. И кто из нас так, наверное, не ответил бы? Когда поинтересовались, почему, он говорит, только после встречи с Азраилом я могу встретиться с Аллахом, говорит.
В хадисе, переданный Бухари и Муслим, приводится, что пророк, саллиллаху алейхи, сказал: кто любит встречу с Аллахом, и Аллах тоже любит встречу с ним. Поэтому, когда Билял Асхаб, когда он умирал, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, он говорил: о горе. Ну, жена говорила: о какое горе, о горе. А Билял говорил: о радость. Завтра я встречусь со своими любимыми братьями, и с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи, говорил. Насколько человека сердце связано с мирскими этими богатствами, настолько же трудно будет ему расстаться с этим миром. Далее, следующая причина – это человек, если у него есть такое качество, что он любит уединяться, это тоже один из признаков любви к Всевышнему Аллаху. Он любит, например, ночью вставать, читать Коран, совершать намаз. И у верующего человека, который любит Аллаха, когда он что-то теряет из этого мира, у него сердце не меняется. У него не бывает сильной радости в этом мире, когда он что-то хорошее получает, он сильно не радуется, потому что он знает, что этот мир временный. И точно так же, когда он что-то теряет, тоже он сильно он не переживает сильно. Поэтому имам Абу Ханифа, мы знаем, что у него была торговля. Когда он преподавал, он вот так урок читал, к нему зашли, люди сказали: на твоего каравана напали. Он чуть подумал и сказал: альхамдулилля. Проходит чуть время, и ему говорят: это, оказывается, не на твоего каравана напали. Он подумал и сказал: альхамдулилля. Когда спросили, что это было, он сказал: когда мне сообщили, что на моего каравана напали, я посмотрел на свое сердце, говорит, изменилось ли оно, начало меняться, какие ощущения были. Я понял, говорит, что ничего даже не изменилось. Я даже это не почувствовал. Я сказал альхамдулилля из-за того, что Аллах мне дал такое сердце, говорит, которое не связано с миром этим. А когда мне сказали, что это не мой караван был, что напали не на твоего каравана, тоже посмотрел на свое сердце, обрадовалось ли оно из-за этого. Тоже нашел, говорит, спокойным. Из-за этого я сказал, говорит, альхамдулилля. Точно таким же человеком, который оставил этот мир, был Мус'аб ибн Умайр. Это был молодой парень, который жил в богатстве. Его родители были очень богатыми, это сподвижника. Он кушал, что хотел, ел, что хотел, пил, что хотел, одевал, что хотел. Говорится, когда он проходил по одной улице, долгое время по этой улице оставался запах его духов. Он одевал самую красивую одежду. И когда он отрекся от религии своих родителей, то есть от язычества, он принял ислам, родители его бросили. И когда пророк издалека увидел его, он сказал: смотрите на этого человека, говорит, сердце которого Аллах осветил нуром. Я его, говорит пророк, видел, когда он кушал самую лучшую еду. Я его видел, когда он одевал самую лучшую одежду. А когда пророк сейчас его увидел, он был, говорит, облаченным в овечью шкуру. Вот таким я его раньше видел, говорит. Одевал лучшую одежду. Затем любовь к Аллаху и посланнику, говорит, привело его к тому состоянию, вот сейчас, которое вы видите, говорит. И этот Мус'аб ибн Умайр, он умер в Газавате Ухуд, защищая посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда он умер, люди не находили саван, чтобы завернуть его. Имам Аль-Газали тоже сказал, у сердца есть две основы, говорит. Сначала нужно очистить. Мы же говорим, любить нужно Аллаха. Это любовь. Мы не сможем любить, пока мы из сердца своего вот это мирское не уберем. Пока не очистим, потом не посеем зерна вот этой любви к Аллаху. Если человек сожалеет об убытке в торговле больше, чем о пропущенных молитвах, это говорит о том, что у него в сердце больше к мирскому, нежели чем к Аллаху. Прошу Аллаха, чтобы Он нас одарил такой любовью к Всевышнему Аллаху, который превосходит любовь к мирскому и ко всему остальному. Ва ахиру давана алхамдулиллах. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.